Чего не хватает селам Хатасы, Табага и Пригородная, рассказали жители сегодня на ежегодном отчете правительства. Рабочую группу правительства возглавил первый заместитель председателя правительства Якутии Павел Маринычев. Более подробно о насущных проблемах пригорода Якутска расскажет Александра Охлопкова. После традиционного отчета правительства жители пригородных поселков рассказали гостям, что их волнует в первую очередь. Жителей Хатас, в частности многодетных семей, которые получили здесь земельные участки, тревожит вопрос газификации. Если соберем с каждого участка, это больше 100 участков, примерно по 160 тысяч рублей, то есть возможность провести газ. Но собрать от всех такую сумму 100% не получается. Сверх этого расхода для внутреннего газопровода, отопления, котла и получается по 300-400 тысяч рублей с каждого участка. Топить печь в наше время считаем неактуальным, и почти каждый житель работает далеко от дома в городе Якутске, что усложняет все. В связи с этим мы просим учесть наши предложения. Между тем, такой же вопрос ставят жители Табаги. Как отметил Павел Маринычев, только за прошлый год на газификацию села Пригородная из бюджета республики выделено 13 миллионов рублей. К сожалению, эти деньги до конца не освоены. Но несмотря на это, правительство намерено продолжить работу по подключению к природному газу пригородных поселков. Поселок, кстати, стоит промеж двух, вот Хатасы, Владимировка и Табага старая. У них у всех есть газ, а нас мимо пропускают. Вот тоже у нас это, хотелось бы, чтобы у нас был газ. Пусть понемножку, но каждый год давать средства на газификацию. Завершится формирование ПСД, мы будем потихонечку, хоть помаленьку, но давать деньги именно сюда, для того, чтобы газификация состоялась. Еще одной актуальной темой для хатасов является строительство социальных объектов. Отметим, что Хатасы – поселок, где число жителей с каждым годом растет. Поселок развивается, расстраивается. Каждым годом народу все больше. Место это и в садике, детский сад надо было уже новый строить еще дополнительно. И школу не мешало бы. А в поселке Пригородная проживает около 3000 человек. За неимением больницы все они вынуждены получить медицинскую помощь в городской поликлинике номер 1. Нужно здание построить, чтобы была больница там, поликлиника. Пожилым людям ездить в город, конечно, на капельницу. После капельницы человек должен лежать, а ему надо на автобус поехать опять домой. В целом, жители пригородных поселков дали положительную оценку работе правительства Якутии. Александра Охлопкова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.